После того, как в 1941 году немецкая армия вторглась на территорию СССР, все народы, проживавшие в Советском Союзе, объединились с общей целью – дать отпор вероломно вторгшемуся врагу и отстоять защиту общей родины от войск вермахта. На призыв мобилизоваться в ряды Красной армии и пойти воевать против фашистов откликнулись практически все народы СССР, в числе которых были и ингуши. Как известно, представители малочисленного ингушского народа в годы Великой Отечественной войны проявили непоколебимый героизм и отвагу в борьбе с армией Третьего Рейха, достойно и бесстрашно воевали на всех фронтах войны, отстаивая защиту Советского Союза от гитлеровских войск. Но несмотря на это, весь ингушский народ был гнусным, подлым образом оболган и оклеветан советской властью и был депортирован в морозной степи Средней Азии, где скончалось от болезней, голода и холода около половины всего народа. Руководство СССР для осуществления дьявольских планов по депортации целых народов подобрало именно тот момент, когда враг уже был вытеснен за территорию СССР и в то время, когда мужское население находилось на фронтах войны. Далее будет поведана история о двух выдающихся ингушских снайперах Великой Отечественной войны, Аюпе Манкиеве и Абукаре Манкиеве. На фронтах Великой Отечественной войны представители ингушского народа проявили себя героически и отважно в борьбе с фашистскими захватчиками. Среди них были бесстрашные снайперы, братья Аюп и Абукар Манкиевы, воевавшие на северном рубеже, прикрывавшие подступы к Ленинграду. На их счету 113 и 75 нейтрализованных немецких солдат соответственно. О героизме братьев Манкиевых сообщается в сводках различных фронтовых газет тех времен. В газете «Страж Севера» в октябре 1942 года была напечатана следующая статья. Они были в разных подразделениях и виделись не особенно часто. Но как только выпадала свободная минута, братья Манкиевы долго и тепло говорили друг с другом, делились своими боевыми успехами, рассказывали о товарищах. Известный снайпер нашей части Аюп Манкиев недавно вписал в свой личный счет сотого гитлеровца: 100 истребленных фашистских гадов. Таков первый итог мести сына ингушского народа. Эти фашисты уже не будут топтать нашу землю, не смогут громить и грабить советские села и города, убивать мирное население. Аюп Манкиев с новым подъемом продолжает истреблять гитлеровскую нечисть. В наградном листе отважного снайпера Аюба указано следующее: верный сын советского народа, беззаветно любящий свою родину. Большой путь прошел снайпер Манкиев, прежде чем стать мастером своего дела. Еще зимой вместе со снайпером Масаловым с раннего утра и до поздней ночи терпеливо и настойчиво выслеживал врага, овладевал своим оружием, учился производить меткий выстрел, находить цель и поражать врага. С февраля по 15 сентября 1942 года ТОВ. Манкиев имел на своем счету 113 истребленных им гитлеровцев. В первом сражении, где он действовал со снайперской винтовкой, он истребил 35 фашистов. Этого он добился, потому что проявил находчивость, смелость и железную стойкость. Брат Аюба, Абукар Манкиев, также был безупречным снайпером. О его героизме и отваге в наградном листе написано следующее: дисциплинированный, мужественный, отважный снайпер, овладев искусством снайпера, беспощадно уничтожает немецких солдат и офицеров. На его счету имеется 75 уничтоженных немцев. 15 февраля 1944 года Абукар Манкиев умер в боях за освобождение Ленинграда. В 1943 году в кровопролитных боях под Ленинградом Аюп Манкиев получил тяжелое ранение и оказался на волосок от гибели. Его в бессознательном состоянии доставили во фронтовой госпиталь. 15 суток отважный боец боролся со смертью, а выхаживала его простая русская девушка Лиза Кикина, которой потом поручили доставить ослабевшего ингушского парня на Кавказ, к его родным. Эта случайная встреча посреди огненного смерча войны оказалась для Аюба Ковдевича и Елизаветы Анатольевны, уроженки Ярославской области, судьбоносной. Они поженились и были верны друг другу всю жизнь. Вместе со своим мужем, ингушом, эта хрупкая русская девушка прошла все ужасы депортации.
Они вырастили и воспитали 5 детей. Аюб Манкиев, чье здоровье было сильно подорвано на войне и в депортации, ушел из жизни в 1979 году. Елизавета ушла из жизни в 2015 году в возрасте 93 лет.